Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто ждет встречи с вами? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, у нас отсыпочка общая. Вы, пожалуйста, чужого не берите, но и свое тоже, пожалуйста, не пропускайте. Смотрите, здесь мне показывают человека в казенном доме. Ну, казенный дом — это госучреждения, это больницы, поликлиники, может быть, какие-то учебные учреждения. Банки тоже могут быть. Да? Здесь у какого-то сотрудника, либо человека, с кем вы общались накануне, для вас очень положительные новости, очень такие хорошие, позитивные и добрые. И человечек вот прям ждет, когда же может вам это все сообщить, когда же вы появитесь, да, вам все это расскажет и вот порадует вас. Вы этому человеку очень симпатичны, очень нравитесь. Это может быть и мужчина, и женщина. Между вами как будто бы вот контакт состоялся. Не могу сказать, что вы прям подружились. Нет, ну просто друг друга хорошо воспринимаете. И вот человечек сидит и ждет, когда же вы придете, чтобы вас порадовать, да, хорошими положительными новостями. Так, еще. Тут, скорее всего, в интернете вас кто-то выжидает. Какой-то человек живо интересуется вами, вашей персоной, вашей жизнью. И, возможно, вы очень часто публикуете, ну, допустим, там, короткие видео, либо фотографии, да, из своей жизни, о своей жизни. Вот, и человек с любопытством за вами наблюдает. У одних отыграется, что вы этому человеку очень нравитесь, это мужчина, а у кого-то отыграется, что это добрая женщина, которая действительно интересуется вашей жизнью, которой вы очень симпатичны как человек, как ваш подписчик, да, в общем, интересуется, постоянно заглядывает на вашу, там, например, страничечку, что у вас там поменялось, что у вас обновилось. Вот с нетерпением ждет подробности вашей жизни. Так, еще мне показывают образ мужчины, очень, кстати, скромного мужчины. Мужчина, который в вашем присутствии очень сильно стесняется. Вы ему очень нравитесь, вы ему очень симпатичны, но свое это стеснение он никак не может побороть. Кстати, надо сказать, что он стеснительный только лишь с вами, либо только лишь по отношению к вам. С этим мужчиной вы периодически как-то встречаетесь. Ну, допустим, вы ходите в спортзал, в одно и то же время тренируетесь, либо вы встречаетесь в одной компании друзей. Вот. И он прям вас обсматривает с головы до ног, он любуется вами, он старается все подробности про вас запомнить. Ему вот прям в кайф просто рядом с вами находиться. Может быть, этот мужчина не свободен, но с собой ничего поделать не может, постоянно вас выглядывает и ждет. Но ему очень приятно за вами наблюдать и вот прям вас рассматривать. Нравитесь, он вами восхищается. Знаете, можно любить человека, можно человеком восхищаться. Там, красотой, умом, добротой. Вот он восхищается. Но почему-то прям очень стесняется в вашем присутствии. Так, еще у меня идет образ веселых женщин. Очень веселых женщин, они такие хохотушки, веселушки. С ними очень классно проводить время. С ними можно и о серьезном поговорить, и похохмить, и пошутить. И вообще они очень-очень душевные женщины. Я так понимаю, что это ваши подружки. Подружки либо родственницы. Родственницы как подружки. Вот, они без вас действительно скучают, потому что, я так понимаю, вы там заводила, либо вы, ну, как душа этой маленькой компании. Без вас вы прям совсем не то. Может быть, вы сейчас куда-то уехали, может быть, эти женщины куда-то уехали, а может быть, у вас встреча только лишь вот назначена. И вот и одна, и вторая очень часто думают о вас,
и прям не хватает, да, хотелось бы больше общаться, больше встречаться, больше что-то, не знаю, обсуждать, чем-то делиться. Но вы действительно вот втроем очень здоровская компания, и вы друг друга нашли, да, вот прям идеально друг другу подходите, комфортно с друг другом себя чувствуете. Так, еще мне показывает образ ребенка, который по вам очень сильно скучает. Один ребенок, либо несколько детей скучают. Может быть, вы мама, которая целые дни вынуждена проводить на работе, а ваши дети хотели бы больше проводить время с вами. И вот сидит ваш ребенок сейчас в детском садике, либо, может быть, дома, и ждет, когда же моя мама придет, когда же моя мама со мной поиграет, да, вот скучает. А может быть, вы бабушка, и не так часто видитесь со своими внуками, и ваши внуки по вам скучают. С одной стороны, это очень приятно, а с другой стороны, очень грустно, да, что вот такой ритм жизни, когда не успеваешь проводить время со своими близкими, с детьми, с внуками. И также, мои хорошие, если у вас дети взрослые, живут от вас далеко, очень часто о вас вспоминают, и прям не хватает вас, не хватает. Может быть, ждут момента, сидят и ждут момента, когда же я смогу к маме приехать, либо к бабушке, либо когда же мама приедет, либо бабушка приедет. Ну, то есть такой момент очень трогательный на самом деле, трогательный. Я бы вам, конечно, посоветовала по возможности то ли общаться больше, то ли действительно вот выделять хотя бы чуть-чуть больше времени на то, чтобы проводить со своими детьми либо внуками. Прям очень нуждаются в вас. Знаете, детство — это очень короткий такой промежуток времени, очень быстро проходит. Да, чтобы потом не сожалеть, лучше выделяйте больше времени. Так, еще у вас тут животное выходит. Животное, возможно, это ваше животное. Может быть, действительно, как вы на работе, животное по вам скучает. И каждый день прям ждет, когда же вы появитесь, когда же вы придете. То есть, и смотрите, по детской картинке собачка вышла. Либо кошечка. Вот знаете, лежит и грустит. Грустит по вам. Так, еще кто ждет встречи с вами? Но здесь мужчину показали, такого в костюме. Мужчина в костюме ходит, представительный. Мужчина. Либо у вас в памяти остался образ этого мужчины, он в костюме был. У этого мужчины к вам есть вопросы. Вопросы очень серьезные. Честно скажу, здесь не похоже на личное, здесь больше похоже вот на работу, на какие-то деловые связи. И этот мужчина ждет встречи с вами, чтобы вас о чем-то расспросить, что-то у вас разузнать. У него в голове тройка большая. И он прям, знаете, чуть ли не в бинокль выглядывает, когда же вы появитесь. Мужчина очень серьезный и очень, кстати, серьезно настроен на вас. Да, может быть, вы сотрудничаете с этим человеком, может быть, вы на него работаете, либо обратились к нему за какой-то услугой. Вот хочется вас в чем-то расспросить, тройка в голове. Но с правой стороны хороший, порядочный, серьезный, и у него действительно есть вопросы. Вопросы к вам. Так, еще. Но здесь скорее кто-то из ваших родственников ждет вашего появления. Родственники помочь чем-то вам хотят, либо что-то для вас сделать, либо что-то для вас узнали. Знаете, вот как что-то отдать вам хотят. Может быть материальное, да, то, что можно потрогать, пощупать, а может быть и ментальное. Может какую-то подсказку вам дать, что-то раскрыть для вас. Здесь как родственники с правой стороны ждут вас люди, ждут, когда вы придете. Так, с левой стороны. Мне показывают мужчину, который сейчас стоит, далеко от вас он находится, он смотрит в горизонт, вас ждет на горизонте и злится очень сильно, потому что вы не приходите. И у этого мужчины на левой руке другая женщина висит. Знаете, как пристала, как соблазнила, увела. Она к нему пристала. А вот он злится на вас, что вы не приходите, что вы его не возвращаете, что вы с ним не общаетесь. Возможно, вы с этим мужчиной общались, встречались. Может быть, даже это был ваш мужчина. И в какой-то момент вот он просто как перебежчик, да, к другой женщине переметнулся. Вот. И, может быть, он хотел, чтобы вы
пришли, его забрали, чтобы вы его вернули, чтобы вы его там уговаривали вернуться, а вы этого не делаете. Вот он прям все глаза проглядел. И в то же время злится очень сильно на вас, что ох, какая ты, почему ты за мной не пришла? Я же прям бриллиантище, бриллиант, да? Такого другого не найдешь, почему ты за мной не идешь? Он вообще думал, что вы сразу за ним побежите. Вы не побежали, он дал вам время. Время вышло, а вы все равно не идете. Почему-то он себя возомнил каким-то пупом земли. И ему кажется, что вот вы придете, попросите, и он тогда сделает милость, пойдет с вами. А я так понимаю, что он вам и даром не нужен. Мне почему-то идет, что вы его как предатель оцениваете, либо думаете о нем, что он предатель. Ну, наверное, так оно и есть. Такой, смотрите, какой хитренький. Знаете, я вам даже больше скажу. Он еще чуть-чуть вас подождет, и потом пойдет сам к вам. И придет такой злой и скажет: почему ты за мной не пришла, почему ты меня не возвращаешь? Вы аж ахнете, скажете: вот это наглость, вот это ты себя проявил, зачем ты мне нужен такой, иди он гуляй дальше. Да, это какой-то бывший, либо перебежчик, изменщик. Так, еще образ женщины, которая благодаря вам хочет закрыть какие-то свои потребности, материальные потребности, да, как дырочку закрыть. Наверное, денег хочет у вас занять, либо что-то у вас попросить. Возможно, это ваша коллега, возможно, это ваша подруга, возможно, это ваша соседка. Да, вот сидит она дома там без соли и ждет, пока вы придете, чтобы у вас соли попросить. Но вот что-то у вас попросить хочет. Попросить. Ну, либо деньги в долг, либо что-то вот там, съестное, припасы, да, что-то будет у вас просить. Вы для нее как эта палочка-выручалочка, постоянно ей помогаете. А она вот прям привыкла, расслабилась, знает, что вы всегда рядом, что у вас что не попросила, всегда дадите. Немножко, знаете, как даже пользуются вами. Это нехорошо, это неправильно. Надо как-то немножко, наверное, пресекать. Так, еще мне показывают образ человека, который на вас обиделся. Это может быть и мужчина, и женщина. Человек, который прям ворчит, думает: вот он, почему она такая-сякая. Ждет, пока вы появитесь и прощения попросите. Вот чего ждет. Отвернулся образ от вас спиной и, знаете, как считает дни, минуты, либо часы, когда же вы придете прощения попросить. А человек, возможно, был сам неправ. Возможно, даже конфликт случился по вине этого человека, но человек упорно будет ждать, пока вы придете и как извинения принесете. Может быть, это какая-то традиция у вас, да, либо привычный ход вещей. Но вижу, что вы не хотите идти, скорее всего, не придете. Этот человек, он будет до последнего ждать. До последнего. И первый не двинется в вашу сторону. Здесь какой-то принцип у человека. Ну, либо проблема с головой. Так и так может отыграться. Слишком уж принципиальный. Да. Если вы с кем-то поссорились, поругались, смотрите, человек не планирует приходить. Не планирует. Ждет, пока вы придете первое. Хотя, может быть, все и поменяется. Здесь и так может отыграться. У кого-то из моих хороших, красивых девочек свидание назначено. И мужчина, который назначил вам свидание, он просто места себе не находит. Ему очень хочется вас и удивить, и покорить, и вами завладеть. Давайте так. Вот есть у него такие мысли. Очень ждет этого момента, когда состоится ваше свидание, когда же вы к нему придете. У него там такие фантазии разыгрались по поводу вас на ваш счет, что здесь просто вот песок, красный песок еще больше краснее становится. Ну да, богатая фантазия. Но видите, как он вами впечатлился? Он, кстати, кроме как о вас, ни о ком думать не может. Ни на работе сосредоточиться не может, ни в каких-то делах. Все о вас думает, все мечтает о вашей будущей встрече, о вашем будущем свидании. Прям как в фантазиях живет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.